Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 февраля. Будем писать на вашей одной, наверное, из самых любимых колод. Это цыганский пасьянс. Я ее забрала наконец-то. Будем смотреть теперь уже и на ней в том числе. Как раз на день влюбленных. Так совпало. Так, ну что, поехали. Овны, 14 февраля, пятница. Покажите, как пройдет у овнов этот день. Овны, 14 февраля, пятница. События дня меня интересуют. Покажите основные события дня. От картинок уже отвыкла. Поэтому могу пропускать. Мне надо будет теперь какое-то время, чтобы привыкнуть. Снова глаз привыкнем. Рыба. Первое, что я увидела, это рыба. Ага, и есть еще деньги, прибыль. Ну, такое, знаете, сочетание не очень хорошее. Рыба – это скользкое дело и деньги. Угу. И расческа есть. Угу. И цветок. Интересно, идет плохое событие с хорошим, плохое с хорошим. Змея. Угу. Деньги опять же. Мешок с деньгами. Видите, плохое, хорошее. Интересно. И прям вот парочками. Угу. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль, конечно же. Я сейчас проверю. Маску нельзя соединить. Вот эти две карточки. Значит, смотрите, получается, в этот день может быть в пятницу скользкое дело, хитрость, обман, мошенники, аферисты. Это когда вас заманивают, да, вот какие-то хитро расставленные сети. Это всегда предупреждение. Плюс еще и неприятность выпала, расческа. А вы попадете в неприятность, да, вот в такую, скорее всего. И еще рядом ложится прибыль. Желание, возможно, что-то получить по сундуку для себя обернется, наоборот, потерями. Так что будьте тут осторожны. Прибыль, исполнение желания, расходы. Мешочек часто проигрывается как расходы. Ну, возможно, кому-то повезет и будет два источника дохода. И деньги, и прибыль. Может быть и так. Ну, чаще, конечно, мешок проигрывается минусом. Потому что, вот видите, тут монетки как бы высыпаются из мешка. И змея – это всегда человек, который пытается как-то съязвить, сделать какое-то замечание нам, что-то вот как-то обязательно подметить, что можно там где-то вот можно было промолчать, а этот человек обязательно скажет. Поэтому вот будет такое общение с кем-то очень ядовитым в этот день. Еще иногда проигрывается просто как человек по году рождения, змея. Например, деньги и человек. Вы пошли там, например, с подружкой, которая по году рождения змея, что-то купить себе. Да, и вот таким образом проигралось событие. Поэтому может быть по-разному. Это пасьянс. Здесь иногда эти события вообще происходят не с нами, а с кем-то мы их видим. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про это. Благодарю за внимание, овны. Переходим дальше к тельцам. Тельцы. Смотрим. 14 февраля. Тельцы. События дня. Пятница. Как пройдет у тельцов этот день? Какие события будут? Покажите мне. Угу. Так, тельцы. Смотрим. Любовь первая. Два сердца вижу. Первое событие. Бабочка.
Угу. Череп. Книга. Так, а ну подождите, что-то я резкость не... Ага, все, есть резкость. Надо еще и проверять, поглядывать на камеру иногда. Так, весы. Венок нельзя. Машинка. Замок. Здесь нет. Смотрим. Угу. Тайная встреча есть. Тайное свидание. Здесь нет, 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 нет. И есть еще флаг победа. Ну что, поехали, рассказываю, что я вижу. В принципе, событий много. 4, 5, 6, 7, 8, 9 событий. Первая была любовь, показывает, что точно все хорошо будет в личной жизни у вас в этот день. Деловой разговор с кем-то, деловой, рабочий, деловые отношения. Тайная встреча. Казенный дом – это посещение госучреждения, например, там налоговая, суд, школа, университет, в общем, какое-то госучреждение. Выбор. Колебания, сомнения между двумя вариантами. Дорога, поездка, открытие секрета тайны. И может быть ухудшение самочувствия или болезнь. Показывает, что если вы запланировали визит к врачу, ну или какие-то процедуры, то вот может таким образом проигрываться. Если вы ничего не планировали, ну, возможно, там, не знаю, что-то болеть будет в этот день. В общем, каким-то образом тема здоровья может проиграться. И еще и победа тоже выпала. Поэтому тут вот... В принципе, событий очень много. День будет у вас очень активный. Но любовь выпала на день влюбленных. Так что благодарю за внимание, тельцы. Переходим дальше к близнецам. Так, смотрим дальше. Близнецы. 14 февраля, пятница, события дня, близнецы. Близнецы, пятница. Смотрим, что у вас. Обязательно проверяйте со мной, потому что я могу где-то что-то пропустить, а если вы заметили, то будет проигрываться. Тут, в принципе, картинки подписаны. Так, цветок, это очень хорошо, цветок. Ключ тоже хорошо. Лебедя уже нельзя соединить. Машинку нельзя соединить. Подарок. Горизонталь, вертикаль не нашла совпадений. Получается, я увидела только 3 события. И все классные, позитивные. Первое, цветок – это исполнение желания, может быть, в пятницу. Ключ показывает, что день будет очень важным для вас, ключевым, особенным.
ну, праздничным, да, вот опять же, День влюбленных, может быть, будете отмечать. И еще ключ может показывать, что перед вами откроются какие-то двери в этот день, появятся новые возможности. И подарочек, смотрите, подарочек. Очень похоже, что прям вот такой, знаете, настоящий день влюбленных. Исполнение желания, получение какого-то подарка в праздник, да, в ключевой день. Так что у вас тут, видите, все события очень положительные. Благодарю за внимание. Перехожу я к ракам. Сейчас будем смотреть, что у раков. Так, поехали, раки. 14 февраля, пятница. События дня, раки. Февраля, раки. Угу. Первое событие, 2 меча. Конфликт. Как-то у вас не очень радостно. Начинается день влюбленных. Новости. Молния. Маску нельзя уже соединить. Угу. Ну вот, наконец-то, хорошее событие. Сундук. Корабль. Угу. Свиток еще есть. Тут, смотрите, забыла вам сказать, когда я брала вот эту карточку, можно было еще сделать яблоко, слезы. Видите, тут 2 варианта. Поэтому тут очень важно, что первым вы увидели. Я увидела корабль, поэтому его оставляю. Так, дорога. Дорога на какую-то встречу. Может быть. Еще и успешная. Успешная дорога. Тут как вариант, смотрите, 2 меча могут показывать, например, какое-то состязание. Это не всегда конфликт, это когда вот есть 2 человека, и они борются друг с другом. Ну, может быть, какое-то деловое партнерство, да, где там с конкурентами надо побороться. Может быть, это какое-то выступление, конкурс, да, там, где есть вы и другие участники. Поэтому тут вот тоже надо обращать на это внимание. Это может быть как состязание, а не конфликт. Ну, вот в таком сочетании, да, если брать успех, поездка там и так далее. В общем, смотрим, что получается. У вас выпадает деловая встреча рабочая, поездка выпадает, успех в делах, конфликт, либо состязание, новости, прибыль, финансовые поступления и долгое нудное ожидание в этот день. Вот такие вот события для вас, раки, на пятницу. Ну, у вас как-то вот тут про любовь ничего. В основном только работа, поездки. Ну, хорошо, смотрим дальше левушек. Львы. 14 февраля. События дня, львы. Так, левушки, смотрим, что у вас будет в пятницу. Угу. Гости.
чашка чая, ну или чаепитие с кем-то. Корона. Второе событие. Гости, корона. Могут вместе проигрываться. Шарики. Тоже хорошее событие. Подсвечник. Цепь. Месяц. Роза. Любовь. Может быть, какая-то годовщина, если выпадает сердце и месяц. Месяц показывает цикл. Какой-то цикл, связанный с любовью. Допустим, там день знакомства, день свадьбы. Ну, какой-то важный для вас двоих день. День предложения и так далее. Так, часики нельзя соединить. Здесь нет. Не вижу и не вижу здесь совпадений. Напоминаю, диагоналями никакими не соединяем. Да, вот там типа ножницы, там что-то мне еще попадалось тоже по диагонали. Ну, там, допустим, солнышко в одном ряду в разных местах и так далее. Конвертик. В общем, так соединять нельзя. Рассказываю, что у вас может быть в пятницу, какие события. Гости. Хорошие новости, позитивные, надежда на что-то, надеяться будете. Еще подсвечник проигрывается как романтика. Если выпадает там любовь, чашка, то это может быть там романтический ужин. Любовь, все хорошо в личной жизни, свидание, тем более еще свидание выпало. Событие, которое повторяется, имеет цикл. Ну, в принципе, это как день влюбленных. Да, раз в год у нас день влюбленных, цикл определенный. Встреча с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Корона всегда показывает кого-то статусного. Представитель там госструктуры, закона и так далее. И смотрите, нерешенный вопрос. Возможно, даже встреча с этим человеком не поможет вам решить какой-то вопрос, как бы вам не хотелось. Так что в пятницу, видите, по делам, по вопросам здесь ничего не получается. Но здесь зато все хорошо в личной жизни у вас. Тут, если посмотреть ножницы, решение вопроса, они выпали по периметру. Ну, и как бы вот если бы эти карты поменялись местами, то, в принципе, можно было бы... Ну, нельзя было бы соединить, потому что уже карта держит. Ну, скажем так, вы уже близко к решению этого вопроса, но не в пятницу. Вот так вот показывают. Так показывает пассианс, что в пятницу нужно посвятить день любви, а не делам. В вашем случае. В вашем случае так. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Смотрим девы. 14 февраля, пятница, события дня девы. Покажите мне, как у них пройдет этот день, какие события будут. Угу, цветочки есть. Первое событие и очень-очень даже хорошее событие. Мешок с деньгами. Ну, в принципе, тоже можно сказать позитивная. Так, здесь, смотрите, здесь два варианта. Чашка и расческа. Я увидела чашку первую, она прям вот мне в глаза бросилась. Если вы увидели расческу, то это предупреждение. У вас может быть неприятность, если прям вот вы ее заметили сразу. Но я оставляю чашку, потому что я ее увидела.
расходы на гостей могут быть. Все-таки, видите, выпала печаль. Печаль, тоска. Хоть здесь и расческа не получилась, а печаль все равно есть. Месяц нельзя. Так, смотрим. Здесь не вижу, не вижу. Нет, нет. Не вижу по периметру совпадений. Получается, у вас 3 классных события. Это исполнение желания, может быть, в пятницу цветок. Это какие-то события, связанные с деньгами. Тут могут быть как, допустим, приход денег, так и расходы. Ну, обычно, даже если это расходы, то мы что-то покупаем. Гости, да, вот, возможно, траты, связанные с гостями. И непонятно откуда, нет никаких причин для печали, но печаль очень сильная, потому что колодец показывает очень глубокие переживания. В этот день будут глубокие переживания. Из-за чего, не знаю. Или я пропустила, не вижу, или это, знаете, как может быть, допустим, вы переживаете не за себя, а за кого-то. Сильное переживание. Или, допустим, это переживание из-за фильма. То есть переживали вы, но это как бы вас особо не касалось. Может быть, так как-то. Ну вот не показали мне, что это за переживание. Ну, может быть, потому что колодец. Такая вот информация для вас. Причем это еще выпало рядом с гостями. Может быть, это как-то из-за гостей будет, как вариант. В общем, вот такая вот информация для вас, девы. Таким с единственным маленьким горьким привкусом этот день. Ну, зато плюсиком является исполнение какого-то желания. Благодарю за внимание. Смотрим дальше весов. Весы. 14 февраля. События дня. Весы. У вас сразу же выпадает цыпленок первым событием в пятницу. Свидание. Цветочек роза. Дерево. Приглашение на свидание. Но опять же, тут надо понимать, это не обязательно прям свидание. Это может быть просто какая-то приятная встреча. Там подружка, друг позвали куда-то погулять. Это тоже может вот проигрываться как, ну, свидание, скажем так. Так. Здесь вроде бы не вижу. Проверяйте вместе со мной, потому что я за 2 месяца отвыкла от картинок. Могу пропускать. Колодец. Мне надо теперь время, чтобы привыкнуть. Глаз натренировался. К сожалению, видите, есть минус. Маска и сильные переживания. Колодец. Месяц нельзя соединить. Здесь нет. Есть вот еще, видите, тайна. Откроется, скорее всего, в пятницу какой-то обман. Замок, обман. О том, что вас обманывали. Тайна. И это вас очень сильно может расстроить. Ну вот можно так прочитать. Эти карты в сочетании. Так, ну здесь не вижу. Получается, из плюсов у вас цыпленок всегда показывает семейную жизнь, детей, внуков, какие-то там вместе проведенное время, там заботу о детях, заботу о внуках, игры и так далее. То есть такое приятное времяпрепровождение с семьей. Дальше приятная встреча, свидание, приглашение куда-то, дерево. Это вот плюсы. А минусы, видите, тут внизу.
открытие секретов, тайн, обман, вас могут обмануть, или вас уже обманули, допустим, до этого, и в пятницу этот обман откроется, вы поймете, что это был обман. И очень сильно глубокое разочарование в ком-то или в чем-то. Так что я думаю, что, скорее всего, проявляется как открытие какого-то обмана. Ну, на всякий случай, будьте осторожны. Допустим, может быть, вы узнаете какой-то секрет, и вас в этот день обманут. То есть события проиграются по отдельности. Так что вот мы для этого, в принципе, прогнозы делаем, чтобы вы избегали вот этих вот всех обманов и неприятностей. Вот такая вот информация для вас, весы. Благодарю за внимание. Я перехожу к Скорпиону. Так, поехали. Скорпиончики. 14 февраля. Пятница. События дня. Скорпионы. Пятница. Первое событие – дом. Будильник. Второе событие. Что-то не так много событий, как хотелось бы. Угу. Солнышко. Еще есть третье. Здесь нет, здесь не вижу, не вижу, не вижу. Нет, нет и нет. Нашла всего 3 события. Может быть, пропустила, конечно. Потому что вот выклад картинок. Если вдруг вы нашли... Ага, вот да, есть, вижу, друг. Еще пропустила. Если вдруг вы еще что-то где-то видите, тут, видите, тут подписаны значения этих событий, значения этих картинок. Так что можете подсматривать. Или, если не видно, писать в комментариях. Описывайте мне картинку, я буду вам писать значения. Значит, я нашла 4 события. Дом. Ну, дом всегда показывает какие-то домашние дела, там, бытовые моменты, события в доме может показывать, например, там, встречу гостей и так далее. В общем, домашние дела, скорее всего, будут в этот день. Дальше. Солнце. Радость. Радость, позитив, хорошее настроение. Вот опять же с домом, скорее всего, будут связаны какие-то позитивные эмоции. Общение с друзьями. Друг выпал, друг-подружка. Общение. И будильник показывает спешку, опоздание, когда, вы знаете, торопишься. Возможно, здесь вот вы будете торопиться на встречу с друзьями. Либо будильник может показывать, что встреча назначена на определенное время. И под это время надо подстраиваться. Поэтому так, то есть тут еще какие-то моментики могут быть у вас в пятницу со временем. Так что имейте это в виду. В целом, видите, все события хорошие. Благодарю за внимание и переходим дальше к стрельцам. Сейчас я соберу, чтобы не повторялись. Угу. Все, смотрим стрельцов. 14 февраля. Стрельцы. События дня. Угу. Разбежались, разлетелись. Скорее всего, у вас будет стрельцы какая-то дорога, потому что когда падают карты, часто дорога проигрывается в этот день.
Так, стрельцы, пятница. Ножницы, первое событие. Ножницы — это хорошо. В этом пассиансе ножницы — это решение какого-то вопроса. Неприятность. Разрешение какой-то неприятной ситуации. Деловой разговор. Бабочка. Приглашение. Цветок нельзя уже соединить. Победа. Флаг. Кровать. Удачу тоже нельзя, подкову соединить. Череп. Угу. По вертикали есть роза. Но здесь не вижу. Получается, смотрите, событий много. 4, 5, 6, 8 событий. Показывает, что у вас будет деловой разговор, решение какого-то вопроса, приглашение куда-то, интимная связь, свидание. Прямо вот тут день влюбленных пройдет как надо. Свидание и кровать. Победа, кстати. Победа, деловой разговор, победа и решение вопроса. И 2 минуса – это тема здоровья, болезнь. Возможно, будет ухудшение самочувствия в этот день, какие-то боли. Либо вы, в принципе, можете заниматься здоровьем. Череп может показывать. Ну, допустим, если вы записаны там на УЗИ, на какое-то обследование, там, на массаж, то тоже выпадает череп. Ну, он как бы подтверждает, что это будет. И неприятность. Вот из минусов неприятность и тема здоровья тут. Но, опять же, тема здоровья не всегда плохо. Она просто указывает на здоровье. Так что за неприятность, я не знаю. Много хороших событий. Что это за неприятность? Посмотрим. Поживем, увидим, что называется. Может быть, она произойдет не с вами, а вы будете являться участником этой ситуации. Ой, вернее, свидетелем. Ну, раз вырвалась участником, скорее всего, она будет все-таки с вами. Это неприятность. Вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание. Я сейчас перехожу к козерожкам. Смотрим козероги. 14 февраля. События дня, козероги. Так, смотрим козерожки. Пока ничего не вижу. Ага, есть цветок. Выпросила. Не вижу больше. Сейчас еще посмотрю горизонталь, вертикаль. Ну, не нашла. Может быть, конечно, что-то где-то пропустила. Вот, есть еще бабочка. У вас, видите, много событий выпали по диагонали. Да, вот как бы сместились карты.
там, ну, яблоко нет, яблоко слишком. Тут надо было, чтобы они местами поменялись. Ну, в принципе, да, как и эти карты. В общем, у вас тут карты сместились. Смотрим, значит, так, здесь нет, и здесь не вижу. Нет, только два события нашла. Первое событие – это исполнение желания, цветочек. В принципе, это очень даже хорошо. И второе событие – это деловой разговор. Вот такая информация для вас. Два события на пятницу. А зато два и позитивные. Благодарю за внимание. Я перехожу к водолеям. Так, смотрим. Ой, водолеи. 14 февраля водолеи. Покажите, как для них пройдет этот день, пятница. Как пройдет для водолеев? Какие у них события могут быть? Водолеи. Свидание у вас выпадает. Прям, да, очень актуально в день влюбленных. Приглашение. Приглашение на свидание, скорее всего, получите. Или на свидание приглашение куда-то. Ключик нельзя соединить. Печаль тоже может быть в этот день. Корабль ожидания. Может быть печаль из-за ожидания чего-то или кого-то. Нерешенный вопрос. Вот из-за чего печаль. Какой-то вопрос не решился. Должен был, видно, решиться и не решился. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль еще, конечно. Сейчас я пробегусь, посмотрю. Нет, нет, нет. Не вижу совпадений. Получается 5 событий. Показывает, что может быть свидание, ну или просто приятная встреча, приглашение куда-то, сильное разочарование, сильные переживания, глубокая печаль, долгое ожидание, нудное и нерешенный вопрос. А давайте посмотрим. Ножницы не вижу. А, вот по диагонали выпали. Вот этот вопрос, он уже скоро решится. Видите, рядышком ножнички. Но не в этот день, не в пятницу. Скоро, но не в пятницу. Так что сильно не расстраивайтесь. Если вы расстроитесь из-за этого, то как-то говорят, ну просто тут надо терпение. Просто нужно подождать, ожидание. И все решится. Всему свое время. Благодарю за внимание. И переходим дальше к рыбкам. Еще у нас рыбки остались. Так, рыбы. 14 февраля. Пятница, события дня рыбы. Покажите мне. События дня рыбки, пятница. 14 февраля. Какие у них будут события? Гости. Пойдете в гости или будете принимать гостей. Может быть и так, и так. Деловой разговор. Деловое общение. Верность. Ну, обычно лебедь показывает какие-то парные события.
колокольчик. Конверт нельзя. Угу. И здесь не вижу совпадений. Получается 4 события. Первое показывает, что будут гости, чаепитие будет в этот день, деловой разговор будет, пустые разговоры, болтовня, ну это скорее всего с гостями, пустые разговоры, и события в паре, ну день влюбленных, да, то есть тут как бы оно совпадает. Потому что как раз вот лебедь и показывает, допустим, там день влюбленных, день свадьбы, день знакомства, когда у нас какое-то важное событие в паре. Ну, кстати, если вы одни, да, один или одна, то это как раз вот может быть день знакомства, когда вы станете парой, найдете пару, встретите пару. Так что вот такая вот информация для вас. У вас, в принципе, все события хорошие. В пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.